Всем здравствуйте! Телеканал Якутия-24, программа «Мы вам покажем», Катерина Винокурова. Сегодня мы находимся в колледже технологий и дизайна и на данный момент находимся на занятии по проектированию. Сегодня мы будем говорить, показывать, как новые технологии влияют, помогают на проектирование одежды. И сейчас я рада пообщаться с преподавателем Надеждой Ивановной. Надежда Ивановна, здравствуйте. День. Расскажите, что сегодня конкретно вы делаете с девочками? Второй курс у нас, да? Второй курс мы вспоминаем курс первый и переходим плавно уже к построению. То есть мы используем чертеж прошлогодней базовой юбки, которую они в самом начале строили. И на ее базе делаем упрощенные юбка-брюки, кюлоты, шорты. Мы хотим попробовать сегодня использовать сразу технологии две, то есть традиционные, вот мы объясняем построение, сейчас разбираем, и полгруппы будет у нас эту же модель попробовать сразу спроектировать на компьютере с помощью цифрового моделирования. Ага. Правильно я понимаю, что сначала вот все-таки идет чертеж такой, да, и только потом вот как-то, или наоборот? Да? Это чертеж нам нужен больше для понимания, то есть чтобы они как конструкторы, как дизайнеры понимали нюансы моделей, какие-то участки и прочее, чтобы они могли их контролировать уже в компьютере, задавать когда данные, потому что компьютер все-таки. А компьютер, да, если говорить о компьютере конкретно, вот как там все это создается? Сначала снимаются мерки с человека, потом как, вот интересно. В основном программы предлагают два варианта. Как бы базовая основа идет, и можно на ней сделать моделирование, да? То есть готовые стандартные, то есть базовая основа какого-то размера идет, если о типовой одежде идет жакета, там рубашки и так далее. И какие-то нюансы вводятся уже быстро, только чтобы этот линейный ряд расширить, да? А если об индивидуальном пошиве говорит или каких-то новых моделей, конечно, тогда мерки снимаются полностью, построение делается по точкам, аналогично, только там система немножко другая идет. Ну а сейчас мы зашли в кабинет, так скажем, где занимаются, да, студенты. Называется она «Цифровой модельер». Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Яра Федорова. Яра, расскажите, что, как все вот рождается здесь на компьютере, да? Если мы говорим вот конкретно об одежде, да? Ага. Эта программа называется Assist, и она состоит из двух частей. Первая часть, она относится к 2D части, то есть плоскость, да, как будто на бумаге мы рисуем. А вторая часть, она относится к 3D, и там уже у нас появляется аватар человека трехмерный, и на него мы собираем одежду, то есть которую мы начертили на бумаге, раскраиваем из ткани и собираем вокруг человека в единое изделие. Ага. А раскраивается это все тоже вот виртуально или сначала вот все-таки конкретно руками все это делается? Нет, можно все это делать виртуально, и уже после того, как мы удостоверимся, что все клиенту нравится, что все лекала уже хорошо отработаны, мы уже отправляем на печать, уже после проверки. А насколько это долгий процесс вот создания? Зависит до того, как отправить на печать. Зависит от сложности конструкции вот одежды самой, да. Но это примерно, если у человека аватар готовый, то это примерно занимает где-то 2-3 часа. Может, давайте покажем, как это все, да, делается? И вы можете вот прям пошагово рассказывать. Да, мы находимся в первой части программы. Здесь у нас лекала, как будто на бумаге, начертаны. То есть это у нас перед, спинка, рукав, манжетки. И вот это мы отправляем уже на сборку. Сейчас вам покажу. Это у нас блузка, да, или кофта, да? Да, это блузка. Сейчас покажу аватар. Так. То есть здесь мы можем измерять человека и вводить сюда его параметры, и программа создает его аватар. Можно также поправлять осанку, то есть если у человека какие-то особенности,
То есть мы это можем здесь все показать, чтобы одежда хорошо уже сидела в виртуальном пространстве. То есть вот этот аватар и наши лекала соединяются у нас в единое изделие, вот здесь. Также здесь мы можем любой рисунок на ткань отправить, то есть вот так, да, посмотреть, в каких вариантах блузка выглядит наиболее выгодно. А ткань тоже тут как-то определяется, да? Да. То есть ткани здесь есть стандартные, можно вводить какие-то свои параметры, да, если у нас какая-то редкая ткань. И от свойств ткани, вот рисунок, да, как сидит одежда, тоже меняется. А детали, вот, допустим, вот мы говорили о воротнике, да, к примеру, здесь его невозможно или это только вот по желанию, когда клиента тоже возможно здесь сделать виртуально? Ага, здесь возможно сделать виртуально и показать клиенту, и после утверждения уже отправлять на печать. Ну, мы вот пока оставили на выбор, и когда будет выбор сделан, мы сделаем здесь воротничок. Ну, а чтобы было более понятно, вот конкретно на меня сегодня мы будем создавать модель, да? Это будет блузка, да? Ага, и Айсена, да? Ага. Айсена сейчас вот возьмет с меня мерки, и мы все это вам покажем, как это создается, как это будет на компьютере, да, и как это будет выводиться на принтер, и в итоге мы получим готовую модель. Елена, расскажи, вот почему твой выбор пал вот именно на колледж, да? Ты прям сюда специально пришла или просто так, может быть, вышла? Ну, в 10 или в 11 классе я прочитала про этот колледж и спросила у своих друзей. Они типа рассказали мне, и как-то понравилось, и захотела сюда поступить. И это был единственный колледж, куда я подала документ. Что вот тебе нравится больше всего в процессе учебы? А какие у тебя вообще планы дальнейшие? В процессе учебы мне нравится творчество. Творческие люди, друзья, они меня вдохновляют. Какие пары самые интересные? Дизайн, проектирование. Вот как раз сейчас то, что, да? Да. Вот сейчас учимся делать макеты, раскрои. Вы создаете же одежду здесь, да? Она потом куда уходит? Для кого она шьется? Вот интересно узнать. Во-первых, для себя. Мы да, учимся видеть новые одежды. Приятное с полезным Да. тогда. Что успела себе сшить здесь? Базовое платье, юбки. Да. Юбки. Мне кажется, это мечта любой девушки, да? Сшить себе, да? А в дальнейшем вот, хочешь связать конкретно вот с чем-то таким жизнь свою? Думаю, да. Модельером стать?
если получится. Вот на сегодня сколько человек? В основном это девушки, да, я так понимаю, или молодые люди тоже приходят. Ага, сколько студентов вот на сегодня? Насколько вот специальность вообще вот в целом востребована? Ну, у нас по данному направлению сейчас 3 специальности готовим. Это конструктор швейных изделий, конструктор меховых изделий и дизайнер одежды. Кроме того, есть набор на базе 9 и на базе 11 классов. Поэтому в этом году у нас только конструкторов 4 группы больших набрали. И плюс группа дизайнеров у нас чуть поменьше, одну группу дизайнеров. Конкурс традиционный из года в год, он у нас высокий идет. И в этом году повысился конкурс именно на конструкторов. В связи, видимо, с ограничениями возросло спрос на интересные вещи, и вот снова возродился большой интерес, прям даже переводится с дизайна на конструкторов. Ну, это вас, наверное, только радует, да? Да, конечно, потому что это все-таки больше конструктор-технолог, это инженерная специальность, она может организовывать производство, человек, специалист этот может сам полностью изготавливать. Это не только человек, который придумывает что-то новое, или человек, который только рисует, дает идеи. То есть здесь можно запускать полностью производственный процесс в любом порядке, индивидуальный, экспериментальный, массовое производство, в любом направлении выбранном. Ну, молодые люди, вы сказали, есть, но их, наверное, мало, да? Меньше? Да. Молодые люди у нас в каждом потоке 1-2 человека, в принципе, присутствуют, и чаще всего они такие интересные, яркие, и за ними прямо группа тянется, они хорошо организовывают, подтягивают группу, вдохновляют, поэтому мы всегда рады мальчикам, когда у нас есть. Я думаю, что у вас опыт такой достаточно большой, да. Общаетесь ли вы со своими выпускниками и насколько вот они успешно трудоустраиваются после окончания? Я работаю 18 лет, и наши выпускники как имеют свое производство, свои собственные личные бренды, да, так и работают в более крупных дизайнерских каких-то мастерских, на производстве заняты. И даже вот, уезжая в родные улусы и работая на базе школ, домов культуры и прочее, уровень, они даже вот, костюмов, которые сценических костюмов, всевозможных самодеятельных коллективов, которые они исполняют, повышается прямо на глазах и на уровень. Прямо видно, что это уже профессиональные работы, именно дизайнерские, согласованные. И даже Зайцев приглашал как-то детский коллектив, увидев интересные костюмы. Вы поддерживаете связь, да? Да, конечно. И они сами рады приходить, и нам интересно, и приятно, что, когда у них есть рост, и когда они занимаются своим делом. И вот сама по себе специальность, профессия такая, что даже те, кто уходит чуть в родственные или совсем дальние направления, все равно вот эти вот навыки, которые они приобретают, они остаются с ними на всю жизнь. Те, кто идет дальше высшее образование получать, то тоже говорят, что база, данная в колледже, она дала им уверенность, силу и, в принципе, больше даже, чем в вузе зачастую. Сколько вы уже работаете? Сейчас только 2-й год. Ага. Да. И все нравится. Что вот самое интересное в вашей профессии, по-вашему? Это узнавать что-то новое и передавать новейшие знания нашим студентам. Туяра, и вы сказали, что являетесь выпускницей данного колледжа, да? Какое вот отделение вы закончили и почему пришли сюда же, в родные стены, работать? Я закончила конструирование, моделирование и технологии швейных изделий. И во время обучения на 3-м курсе я заинтересовалась 3D-моделированием. Как-то вот удачно у меня получилось, что вот эти 2 моих интереса соединились в этом направлении цифровой модельер, и мне предложили здесь работу. Я согласилась и с радостью здесь работаю. Предмет называется компьютерная графика. Мы здесь с ребятами изучаем, как создавать в виртуальной реальности одежду, сделать чертежи, делать сборку, как испытывать одежду в виртуальной среде, и потом, чтобы распечатать, их можно было сшить.
А вот как раз-таки о чем мы и делаем наш материал, да, вот о 3D вот этом аватаре, да, что и потом в итоге получается одежда. Вот конкретно вот это нововведение, когда случилось и в рамках чего, да? Ага. В прошлом году мы работали на другой программе Clo 3D, и мы тогда уже начали как-то внедряться в эту тему 3D-моделирования одежды. И тогда мы узнали, что есть такая программа Assist. Мы уже участвовали в конкурсе World Skills с этой программой, да. И после того, как мы узнали, да, в чем смысл этой программы, на что она способна, мы вот в этом году открыли мастерскую по программе «Национальные проекты образования», да. И в этом году мы уже в этой программе Assist создаем 3D-одежду. Ну и насколько вот все успешно. Все равно бывают, наверное, какие-то недочеты, да, которые вы учитываете, стремитесь как-то исправлять. Да. До этого вот перед конкурсом мы проходили обучение в Санкт-Петербурге по этой программе, да, и с этого года мы уже передаем свои знания, ребятам все нравится, они воспринимают это уже как игру, да, не как вот какое-то обучение сложное, и им, да, им это очень интересно, они уже с радостью приходят на занятия, занимаются, им очень нравится. С этой программой в симбиозе, да, работает бодисканер, то есть это как шкаф, да, по-простому можно сказать. Туда заходит человек, сканируется, и за 15 секунд там в компьютере выводится 3D-аватар человека, то есть полностью его копия. С его осанками, параметрами нам уже не надо измерять человека вручную, мы просто приглашаем человека в бодисканер и получаем вот точную копию, чтобы одежда сидела идеально. Насколько это возможно в ближайшем будущем? Такой бодисканер у нас уже в стране есть, в Казани, как я знаю, в Москве, Санкт-Петербурге, да. Мы тоже мечтаем об этом приобретении. Будем надеяться, что у нас тоже появится бодисканер в скором времени. Надежда Ивановна, ну не прошло у нас и нескольких часов, да, мы видим готовый результат. Вот что вы можете сказать? Ну что, когда лекала отработаны уже изначально до инженерной готовности, то, соответственно, уже никакой подгонки не требуется, и минимальные затраты на блузку порядка 4 часов, и уже изделие готовое, можете одевать и идти согласно вашим пожеланиям. Ну что, вот такой вот путь мы прошли от 3D-моделирования до вот такого настоящего результата. Вот так новые технологии помогают нам уже в таких привычных делах, в конструировании, в моделировании одежды. Спасибо всем преподавателям и студентам колледжа технологий и дизайна за такую невероятную интересную экскурсию и за возможность узнавать что-то новое. Это была программа «Мы вам покажем» на телеканале Якутия 24. До новых встреч!